сам мазхаб имама Шафии, то есть понятно, что был Кауль Кадим, Кауль Джадид, то, что в Кауль Кадим, то, что он сказал в Багдаде, Кауль Джадид, то, что он сказал в Египте. Но Джадид, понятно, что он не от всего своего мнения отказался. То, что он сказал в Багдаде, то, что он написал, то, что он давал уроки, понятно, то есть по некоторым вопросам. И также отсюда идут, то есть его есть передатчики, то есть у него были ученики Рабиуль Муради, Рабиуль Джизи, Аль-Хармаля, Мухаммад ибн Абдуль-Хакам, Аль-Бувейти, Аль-Музани, то есть, ну, они тоже являются передатчиками, то есть рауями его слов и так далее. То есть они свои слова передавали и в Багдаде, и в Ираке, и в Египте и так далее. То есть и сформировались позднее сформировались две основные школы передания слов имама Шафии. То есть это Хорасанская школа и Иракская школа. Значит, Хорасанская школа, она отличалась тем, что у нее был лучший, то есть точнее передание. Передача была очень точная. Ну, не то, что очень точная, но точнее, чем иракская. Иракская, она отличалась тем, что ее тартиб, то есть то, как они это упорядочили слова имама Шафии, он был более так красив. То есть почему, например, вот в Магрибе имам Муслим считается лучший, то есть его более предпочитают, чем Бухари. В Магрибе, ну, в Марокко, в Алжире, ну, в некоторые альмы, потому что его тартиб в его книге, то есть его в Сахихе, он более как удобен для использования, чем у имама Бухари. Вот то же самое в данном случае. Некоторые, если кто берет иракскую школу, они говорят, что их тартиб был лучше и так далее. Ну и после этих школ, то есть эти были аквали, то есть Коуль сказал такой-то имам, сказал там Кади Хусейн, Кади Абу Таиб, там сказал Абу Хамид Аль-Исфараини, сказал такой-то, такой-то и так далее. То есть очень было аквали, и чтобы разобраться, что именно нам брать, было очень сложно. Так вот, первые, кто начали упорядочивать эти слова, это были имам Аль-Харамейн, и после него имам Аль-Газали. И уже 100%, то есть исследовав все аквали, все турук, все передатчики слов имама Шафии, и это сравнив с хадисами и так далее, то есть более, как бы сказать, отредактировав масаб, это первый начал, это Рафи, то есть уже точно, то есть который из всех аквалий, он более асах брал. А имам Науви уже этот асах, он как бы редактируя, сравнивая с хадисами, его уже вывел на как бы 100%. Поэтому мы, когда делаем фатву в шафийском масабе, опираемся на Кауль Науви. Но единственное, вот у него есть, самый считается, более поздние книги, это Тахкик, самый асах, ну, считается, и самая поздняя книга имама Науви. Также есть Шархуль Аль-Васит, тоже он не закончил, то есть в Тахкик он, по-моему, дошел до Салятуль Мусафир, а у вас Шархуль Васит, я точно не помню где. И третья книга Маджму, вот там вот в Маджму у него есть ихтиярат. Вот эти ихтиярат, они в масхабе, как бы сказать, это его личное слово, но он не говорит, что это масхаб, вот он именно его ихтияр. Например, он в Маджму говорит, что вуду, тахарат портится после того, как съешь мясо верблюда. Это его ихтияр личный, но он не является масхабом. Ну, там, в принципе, это указывает имам Науви. Я почему это, как бы сказать, чтобы были внимательны, потому что не все слова, ну, допустим, то, что Маджмут, он говорит, ихтияр, это не является муатамат филь мазхаб. Имам Ибн Хаджар, рахимуллах, он в дальнейшем в своих книгах, он это объясняет.